7 основных и 5 дополнительных вопросов рассмотрели депутаты на очередном заседании сессии парламента. Во втором и окончательном чтении внесены изменения в закон о налоге на прибыль организации. Закон преследует целью стимулирования развития экономики путем создания условий для инвестиционной привлекательности. Ставка в размере 10% на дивиденды юридических лиц теперь приравнена к ставке на дивиденды физических лиц. Парламент рассмотрел постановление об установлении отчисления в республиканский бюджет от деятельности Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры. Проект закона предусматривает отчисление в бюджет 250 рублей с каждого реализованного билета, за исключением билетов детям от 8 до 12 лет и льготных билетов. Прогнозируемый объем поступления в республиканский бюджет – 160 миллионов рублей. Из них 152 будет направляться в качестве дотации в бюджет Гудаутского района. Данное постановление вызвало активное обсуждение. Если вам придется 152 миллиона направить в Гудаутский район, каким образом тогда мы собираемся помочь Скворчальскому и Ачимчирскому району? Это первое. Второе, если уже говорить о моем мнении, да, мы в прошлый раз, когда поднимали этот вопрос, если вы помните, уважаемые коллеги, мы приняли закон, который работал до конца 2023 года. Тогда тоже это мотивировалось тем, что мы хотим помочь этим районам. В частности, это были Скворчельский и Ачимчирский район. И я, насколько знаю, там порядка от 15 до 25 миллионов получили сверхбюджета эти районы. Так получилось, что на 2024 год у нас выпадение получилось по Гудаутскому району. Я не могу понять, для чего мы делаем это. Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, я так понимаю, что мы сегодня, когда мы создавали рабочую группу, приходили сюда руководители Новоафонской пещеры и Рицинского реликтового национального парка, и они рассказали нам, какие проблемы у них сегодня в рупах. И мы сегодня, забрав у них 250 рублей, в моем понимании, оставляем их без работ, которые нужно проводить в этих рупах. Коллеги часто приводили аргументы, связанные с тем, что почему именно Рица и Новоафонская пещера. Я с этим совершенно согласен. Все туристические объекты, находящиеся на территории Республики Абхазия, они должны, помогать всем районам, что называется. Да? Государственные, разумеется, Кан Валерьевич. Но в свое время, когда вносили, изменения, не парламент, кстати, связанные с повышением билетов на посещение, Рицинского парка и Новоафонской пещеры, говорили о том, что деньги от этого пойдут на Ачимчирский, Скворчельский район и на Гудаутский район прежде всего. Увеличение будет, и также предусматривалась корпорация развития. Корпорации развития нет, соответственно, та концепция осталась. Я считаю правильным и это тоже упомянуть. С другой стороны, все эти годы я, честно говоря, поддерживаю эту инициативу с точки зрения того, чтобы помочь именно Гудаутскому району, потому что и глава района об этом говорил. Он сказал, что им недостаточно средств хватает только на то, чтобы выплатить зарплаты работникам, ни на какие иные работы не хватает. Вот такая вот была концепция. Конечно, в последующие годы можно что-то изменить, но в проекте закона не указано этого, Тимур Абисалович. Мы должны были заранее об этом говорить. Если государство решило деньги себе забирать и распределять, но это, наверное, все-таки чисто по государству, наверное, подход правильный. Другой вопрос, как бюджет распределяется, насколько районы получают, достаточно эти деньги, недостаточно, это мы должны Алхаз сами решать, понимаете? Но сам принцип, я что подходит Алхаз. После долгого обсуждения проект закона об установлении отчислений в республиканский бюджет от деятельности Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры был принят во втором окончательном чтении. В первом чтении приняты изменения в закон о национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа. Проект закона подготовлен в связи с необходимостью исключить противоречия в тексте закона, а именно разную трактовку термина «эквайр». Парламент установил верхний предел размера госпошлины за совершение нотариальных действий нотариусами государственных контор по удостоверению договоров поручительства. Смысл законопроекта заключается в том, что в некоторых видах государственной пошлины была необходимость вместо 0,5%, довели до 1%, то есть повысили. Некоторые виды пошлин были повышены. А там, где не было предела, установлен предел.
Вот 1%, не более 7 тысяч рублей. Далее депутаты внесли изменения в закон о статусе депутата парламента. Проект закона предусматривает ежемесячные выплаты депутатов Народного собрания первого созыва, исполнявшим полномочия депутата до ноября 1996 года. Пенсия устанавливается лицу, исполняющему обязанности депутата Народного собрания первого созыва, указанного в статье 27 настоящего закона, в размере 75% ежемесячного денежного содержания действующего депутата Народного собрания, включающего в себя сумму ежемесячного денежного вознаграждения, денежного поощрения и ежемесячного возмещения дополнительных расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий, и при изменении ежемесячного денежного содержания действующего депутата Народного собрания Республики Абхазия пересчитывается в централизованном порядке. Следующим вопросом парламент рассмотрел проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия, который предусматривал ужесточение наказания за клевету, распространение недостоверных сведений, порчащих честь и достоинство или подрывающих репутацию, а именно лишение свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Проект представил полномочный представитель президента Батал Айба. Альтернативный вариант поправок к проекту закона представил и депутат Дауд Хутаба. Он сообщил, что проект администрации президента на комитетском заседании не был рекомендован для принятия в первом чтении. Также необходимое количество голосов не получили и поправки к закону, предлагаемые им. По клевете норма предлагается со стороны администрации президента. В моем варианте по клевете нет, я ничего не предлагаю. Я предлагаю оставить ее так же, как есть. Хочу напомнить, что год назад мы вносили уже изменения в статью о клевете. Да, мы тогда добавили социальные сети, интернет, то есть, чтобы площадкой не служили для клеветы. Помимо этого мы увеличили ответственность. Речь идет прежде всего о штрафных санкциях. В итоге, после обсуждения поправки в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, ужесточающие наказания за клевету, приняты не были. Также депутаты не поддержали инициативу Дауда Хутаба. Парламент ужесточил наказание за нарушение порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта и ввода его в эксплуатацию. Если ранее строительство без получения разрешения каралось штрафом от 80 до 200 МРОТ, то теперь санкцию увеличили вплоть до 1000 минимальных размеров оплаты труда, что составит 60 тысяч рублей. Алика Трауш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.